Здравствуйте, я Евгений Комаровский, детский врач. Но это главное. Кто будет уменьшать вам вред? Вред вы можете уменьшить себе сами. Если вы будете реже курить. Кстати, заметьте, когда вы берете дикую сигарету, на ней может быть написано, что там меньше никотина. Хотя не никотин главный источник вреда, никотин главный источник привыкания. А вот всего остального, всех этих смол, альдегида, всякой гадости другой, вот там этого сколько. Там кроме смолы еще куча всякой гадости. Второй вопрос в том, что сейчас есть альтернативные варианты доставки никотина. То есть когда производители декларируют, что мы вам даем некий никотин содержащий продукт, где никотин есть, а вот всех вот этих страшных вредностей или нет, или мало. И к таким вот продуктам относятся электронные сигареты и так называемые системы нагревания табака, которые всем известны, я даже не буду произносить их названия. Вы это все без меня прекрасно знаете. В чем там суть? Мы действительно получаем никотин. То есть наша зависимость себя удовлетворяет. Но при этом мы действительно, реально получаем меньше смолы, меньше всяких других гадостей, которые есть в табачном дыме. По логике, уменьшив многократно количество смолы и других вредностей, мы потенциально уменьшаем риск. Многие люди, по крайней мере, это уже даже может быть мое мнение не как врача, а просто как обычного человека, у которого в окружении есть люди, которые там перешли с обычных сигарет на системы нагревания табака. Многие из них отмечают, что я стал реально меньше кашлять. Реально. И это, с точки зрения уже теперь доктора, достаточно положительный симптом. Это совершенно однозначно. Но что тут очень важно и о чем я хотел бы предупредить? Чуть ли не самое страшное, это когда человек с обычных сигарет переходит на менее вредные альтернативы, но при этом не расстается с обычными. Я вам так скажу, если вы можете от обычных сигарет перейти на системы, где меньше вредностей, сделайте хотя бы это. Только уже про обычные сигареты надо будет забыть. Никотин – это главное, что отвечает за развитие привыкания. Вот зависимость возникает именно из-за никотина. Собственно говоря, на этом главная зависимость и заканчивается. Именно никотин сделает вас зависимым от источника никотина, от сигарет, например. А смолы, все остальное, что будет придаваться к этому самому никотину, то, что будет создавать запах табачного дыма. Вот эти все смолы, они будут главным. Там, кстати, не только смолы, там еще куча всяких гадостей. И вот эти именно гадости, они будут уже принципиально влиять на ваше здоровье. Вовсе не из-за никотина вы будете кашлять. Нет. Вовсе не из-за никотина у вас будут проблемы с легкими, сердцем, сосудами и так далее. Вовсе не из-за никотина от вас будет плохой запах. Нет, это будет от других составных частей, например, табачного дыма. То есть еще раз, вредность принципиальная, ключевая вредность для здоровья – это не никотин. Вред никотина, примерно, не больше, наверное, чем вред от кофе. Но в целом, еще раз говорю, если был только никотин и больше ничего, все было бы не так страшно. Но вместе с никотином вы получите еще огромное количество веществ, которые реально с высокой степенью вероятности сделают вас больным. Вот хорошо, что вы спросили про детей, это как раз очень важно, именно про детей. Давайте начнем с самого главного. Есть такое явление, которое называется местный иммунитет. Местный иммунитет – это защита слизистых оболочек. Вот каждый день к вашему ребенку в верхние дыхательные пути, в организм попадает огромное количество вирусов и бактерий. И именно слизистые оболочки верхних дыхательных путей защищают организм от вирусов, бактерий. Там происходит нейтрализация вирусов и бактерий. Тем не менее, верхние дыхательные пути и бронхи, и гортань, и трахея покрыты так называемым ресничатым эпителием. Что это такое? Это такие клетки поверхности слизистой оболочки, на которых есть особые выросты, реснички. И вот эти реснички все время колеблются, и таким образом всякая пыль, грязь, мокрота снизу легких идет вверх. И мы ее откашливаем потом. Вот уникальная особенность табачного дыма состоит прежде всего в том, что скорость колебания ресничек резко замедляется, что приводит к тому, что ребенок не может полноценно очищать легкие, и, соответственно, резко увеличивается количество заболеваний. Кроме этого, табачный дым резко увеличивает вероятность аллергических заболеваний, поскольку очень многие аллергены, которые находятся в воздухе, связываются с табачным дымом и длительно в нем находятся, во вдыхаемом воздухе потом.
Кроме этого, еще один фактор – дети курильщиков, которые вот являются пассивными курильщиками сплошь и рядом, это дети, которые имеют склонность к обструктивным бронхитам, бронхиальным астмам. В принципе, курящий взрослый человек – это человек, который, по большому счету, наплевательски относится к собственному здоровью. И крайне мало вероятно, что курящий человек посвятит выходной день тому, что он с собственным ребенком будет бегать, прыгать, скакать на свежем воздухе. Просто потому, что когда курящий человек бегает, прыгает и скачет, ему дышать тяжело. Поэтому курящий папа предпочтет, очень часто предпочитает провести выходной день не на прогулке с ребенком, а на диване перед телевизором. Еще один очень важный момент пассивного курения. Уникальная особенность всех млекопитающих – детеныши копируют поведение взрослых. Поэтому детеныш, увидев своего папу или маму с сигаретой в зубах, захочет быть похожим на маму и папу. И обязательно попробует как можно раньше. Поэтому делайте правильный вывод. Снижение вреда подарит вам несколько дополнительных лет здоровой жизни. Ну вот, собственно говоря, главное. И это все. Все, что вы можете. Да, всегда, когда есть возможность уменьшить риск чего бы то ни было, надо попытаться это сделать. Но если вы не можете от вредности отказаться совсем, уменьшите риск. Это тоже неплохо.